Здравствуйте, дорогие друзья, гости, зрители моего канала. Сегодня у меня... начну с того, что вот, наверное, дня 3 или 2-3 дня у нас были очень такие, можно сказать, ливень, дождь. Кругом снега, а у нас дождь. Для наших мест это середина марта, дождь это очень рано еще. И мои прогулки сами собой прекратились. А сегодня уже ночью было минус 15. Появился наст, но тоже опять наоборот не. На наст не могу залезть, дорога скользкая. И появились после этой оттепели колеи такие и опасные, можно перевернуться. Колесо от коляски попадает в колею и очень опасно. Тоже мне в минус и сижу опять дома. Вот. И решил сегодня поснимать, как Маша печет деревенский хлеб. Ну, настоящий деревенский хлеб, просто. Правда, это делать-то надо в деревенской печке тоже, как бы по правилам. Но мы любим поспать утром, и сегодня сделали в духовке. 2 кругляшки такие. По-коми называется шердем нянь. Нянь это хлеб, шердем я не знаю, как переводить. Ну, как бы взбиваешь его в муке, это вот тесто, готовый колобок, и его еще трясешь в муке, в миске. И получается оно воздушное такое. Ну, вы увидите сами, вот, как это готовила Маша, вы все увидите в дальнейшем видео. Желаю вам приятного просмотра. Не забываем нажимать на колокольчик, ставим лайки, оставляйте комментарии. Тем самым вы мне очень поможете продвинуть видео это и наш канал с Машей. Делитесь по возможности моим каналом, этим видео в социальных сетях. Ну, по возможности. Кто может, кому не тягость это. Буду благодарен. Все, приятного просмотра. Смотрите на канале Серегин Рассветы видео о выпечке деревенского хлеба. Видеорецепт. Ну что, Мария Олеговна, поехали. Такой рецепт будет, видеорецепт тоже. Хлебушка деревенского. В самом начале видео вот это будет. Стакан воды, вот я вижу на столе. Стакан теплой воды. Вот такой примерно 200 грамм. Дальше соль. Примерно вот сколечко. Вот столечко примерно. Соли. Струю мешаем. Только примерно вот сахара. Дрожжей сухих. Эти дрожжи как называются? Быстрого приготовления или как? Да, вон, дрожжи такие, сухие дрожжи. Быстрого приготовления. Сколько примерно тоже? Вот, чайная ложка тоже примерно. Вот. Масло растительное. Еще растительное масло. Это все перемешиваем. Так. Из этого должен получиться хлебушек, ребята. И муки. А муки сколько? До загущения, да? Да. Через сито пропускаем муки. Мука это получается на глаз. На глаз, да? Сколько примерно там? Пока не загустеет тесто, да? Да. Ну, сейчас покажем состояние, какого должно быть потом тесто. Обязательно надо просеивать муку.
Ну-ка, покажи, какой консистенции там тесто. Вот Пока такое. мягкое. Пока оно мягкое, уже Маша начала руками месить. Сначала ложкой, а потом руками. Так, довольно-таки усиленно это тесто разминает Маша, прикладывая даже силу немножко, да? Сильно надо размягчить. Месить или как это? Месить тесто называется. Простой хлебушек, без всяких прибамбасов, деревенский хлебушек. А, есть одна прибамбаса, да? Шердем это. Тунг-тунг сделай. Когда. Да, есть одна фишка, покажем в конце самом. Какой? Да. Тесто сделали. Потом меткупте. Вот такое примерно консистенция теста покажи. Да. Вот примерно вот такое. Засуньте старое. Не, вот, нет, ты это самое, покажи, как оно растягивается или не растягивается. Вот такое примерно, чтобы тесто было. Но нам на двоих там немного надо хлеба. И поэтому там можно пропорции потом добавить по вашему уже. Если вас много, побольше можно добавить. А нас двое, да. Что? Вот такой. И это все. На печку. Это все на печку. Это все не на печку, а на, Кажи на печерля, когда? ну, пачерву, это по-русски знаешь что? Лежак на печке. Ну вот. Вот туда, теплое место, да? Да. Вот так. И теперь будем ждать, когда это тесто поднимется. Вот Маша сказала, примерно, говорит, час. Ждем. Короче, друзья, пока тесто у нас поднимается, подогрели обед микроволновкой и что-то резиной жженой запахло. Сейчас откроем. Вот отсюда. Где отсюда ли? Воняет резиной. Сейчас посмотрим, что там. Снимем эти болты. Вот эти болты. Тут болт, ну, по периметру тут шурупы такие. Сниму и посмотрю. Ну вот, открыли, друзья. Тут вроде все нормально. Все клеммы чистенькие такие, провода. Нигде ничего не сгорело. Жженой резиной. Или что, я не знаю откуда. Вот там, тут были там вот, ну, это старая уже микроволновка, да, там крошки, да, что я убрал, и не знаю, может они где-то нагреваются, что ли. Почистил, так сказать, пропылесосил. Не знаю. Дальше я не электрик, тут я не очень разбираюсь в этом. Обратно соберу, да, посмотрю, что потом. У нас как, что-нибудь из электрики сломается, мы вытаскиваем. И только дунем, провода подергаем и обратно собираем. Вот такие мы электрики. Не знаю, может что-то там и мусор был, да, где-то нагревалось. Мусор убрал вроде, почистили. Обратно буду собирать. Обратно собрали, не знаю, там что-то. Так-то работает нормально вроде. И звук такой не, ну, когда там магнитрон ломается, он очень сильно шумит, там громко, и искры даже летают. А сейчас вроде ничего, еще нормально, и не знаю почему не работает. Ладно, поставим на место, будем что-то говорить. Ну-ка, ключи сразу проверим. Так-то вроде нормально работает, не знаю, там что-то. Звук нормальный, как бы. Вроде тоже греет все.
Просто был запах жженой резины какой-то. Или чего-то пригорелого, да? Резины или пригорелого чего-то? А, вот Маша говорит, что не резины, а ну как будто что-то сгорело там, когда готовишь. Сейчас? Нет? Нормально все? Папа все почистил, Мария Олеговна. Ну да, посмотрим, как будет дальше служить эта микроволновка. Ну а мы вернулись к нашему тесту, деревенскому хлебу. Тесто, ну где-то, наверное, прошло час, даже, наверное, полтора где-то прошло. Тесто поднялось, ребята. И сейчас я тоже поблизости буду снимать в кадре. В кадре будет Маша и тесто. Вот так, друзья, выглядит наше поднявшееся тесто. Для двоих более чем достаточно. И сейчас Маша уже будет сама кудесничать. Против нее я ничего не могу сказать. Что она будет делать? Хозяйка есть хозяйка. Вот первым делом она смазывает противень растительным маслом. Посыпает немножко мукой. Это для того, я так понимаю, чтобы не прилипло, хлебушек не прилип. Вот. Хлеб даже получается постным, так ведь? Тут ведь нету ничего. Молока, там еще что-то. Вот такое тесто. Еще раз повторюсь. О. И все, поехали. Хозяйка. И хлеб уже. Поменяли мы тарелку. Миску более маленькую взяли. Тут шердьем-нянь это называется. По-русски я не знаю, как это слово шердьем, но шердьем, смысл шердьем, слово шердьем, сейчас вы увидите. Вот смотрите, что делает Маша. И вот такой. Вот это называется шердьем. Вот так он как бы катает как бы это хлеб в тарелке, в муке. Вот так. Это обязательное действие для шердьем няня. Для шердьем хлеба. Вот такая булочка получается. Вот такое шердьемский. Шердьем нянь. По-русски не знаю. Типа вот в муке и обваливаешь вот это тесто. Как бы взбиваешь, что ли, я не знаю, как по-русски называется. Вот. И тесто получается воздушным. Вот две такие булочки для нас. Вот наши булочки на противне, ребята. И сейчас я, тесто, чтобы опять немножко приподнялось и отдохнуло, опять на теплое место. Опять, мы используем лежак на печке. Там тепло и пока мы говорим всегда подчервулепук там, на печку. Ну, не в том понимании, что где-то на плиту или что ли. Ну вот так. Наши булочки отдохнули и тесто поднялось. Опять. Вот такие две булочки. Два хлебушка.
Ну, хозяйка что-то там смеется. Ну, сейчас? Чего? Сейчас мы их куда? В духовку. Да. Надо так-то в русской печке это вообще делать. Но в русской печке надо Это там рано надо. рано всё делать. встать там, около этой печки прожить целое утро. Мгм. А есть духовка, попробуем-ка этих красавцев духовкой испечь. Вот так. Ну да, что? Ну что, там насколько нагрели мы? 200 градусов, да? Да. 200 градусов. Но если будет пригорать, ну, жар немножко уберем. Потому что это все делается на глаз. Ну, даже не помним раньше, сколько ставили градус. А у тебя там 250 вон. Не 250, а 180 я поставила. А, понизила, 180. Да, боюсь, чтобы мне пригорели. Ну давай, поехали. Вот так. Скажем, благословящий. И все. Теперь будем ждать. Ну вот наш хлебушек там в духовке, а мы где-то, наверное, минут 40, Маша говорит. Ну, мы будем следить. И засечем сейчас время, и вам скажет, сколько примерно будет там духовка это печь, испекаться, испекаться. Вот. Чтоб Мария Олеговна сильно надо мной не смеялась, я ее тоже покажу. Вот, она надо мной постоянно смеется. Постоянно надо мной смеется. Я не знаю, почему она надо мной смеется. Почему ты надо мной смеешься? Вот. Мы немножко там немножко поспорили насчет шердема, как это самое, трясти хлеб. Но я как будто... Ну, там все правильно же. Надо трясти. Ты же делала это много раз уже. Да, немного раз. Ну, немного, но все равно делала. Второй раз делаю. Второй раз. Второй раз Ну, за свою жизнь. зато вкусно делаешь. Первый раз я знаю, что очень вкусно получилось. А эти колобки, да, что да, очень вкусно всегда получаются. Ну, как вот эти рыбники, там есть видео с рыбниками. Очень пышное такое тесто. Маша у меня так-то очень молодец в этом плане. Прошло полчаса, ребята, 35 минут, если точно. И мы решили вытащить. Вроде как нормально все. Аромат хлеба, своего хлеба стоит сейчас, свежевыпеченного хлеба в доме. Ух, очень вкусно. Сейчас Маша это все на стол положит. Одна булочка или как. Но он это хлеб настоящий, вот, деревенский, вот настоящий хлеб такой. Вот, ребята, какие они красавцы. И сейчас я покажу, что я сделаю. Один Маша, наверное, не будет, да? А, точно же. Сейчас Маша будет закрывать это полотенцем. А полотенцем нам надо закрыть для того, чтобы, ну, во-первых, чтобы горячий хлеб, он еще внутри там печется. А еще для чего? Под полотенцем это все корочка размягчается. Ну, то есть не будет казаться, что хлеб сухой или что это. Вот так. Сейчас как немножко побудет под полотенцем, я вам покажу еще одну фишку. Так, ребята, пришло время второй фишки.
Первая фишка это, что мы когда хлеб пекли, перед этим трясли как бы в тарелке. А вторая фишка сейчас, вот он горячий, мягкий, очень мягкий. И сейчас мне Маша сделает. Это я в детстве постоянно это так любил кушать. Туда сейчас хлебушек, вот это, туда в прорезь она положит масло. Вот как бы кармашек сделала мне. Туда вот масло сливочное. Слишком не разрезай, я же говорю, кармашек делай. Вот. Прямо туда сливочное масло, прямо вот этот горячий хлеб. Хлеб еще испекся, все нормально, очень вкусный. Я по аромату очень вкусно чувствую. Вот. Дай сюда. И надо прижать. Прижать, и это масло будет таять. Вот это масло, оно сразу моментально растаяло в хлебушке. И пропиталось сразу все, ну, например, на всю толщину вот этой, как сказать правильно, блин, булочки, что ли. И оно очень вкусно. Настоящий хлеб. Без всяких там добавок. Вообще. Вкуснотища невероятная. Уверен, деревенские, которые в деревне родились, выросли, они все так делали, когда вытаскивают, они крепче горячий, иногда еще маму или там у кого бабушка, у кого мама ругали, не трогайте его, что он горячий, пускай он еще допечется. А я тоже всегда резал и клал вот именно сливочное масло туда. Он моментально растаяло, и такой сливочный вкус получился у хлеба. Очень вкусно. Вот так. Дальше я пью сладкий чай со свежевыпеченным деревенским хлебом. Маша тоже будет сейчас пить чай. А мы, друзья, прощаемся, говорим до свидания, до новых видео. Вот так. Сегодня у нас была выпечка деревенский хлеб. Очень вкусно все получилось. Все. Всем спасибо. Всем до свидания. До новых видео. Рецепт такой, что назовем его видеорецепт. Видеорецепт. Кому надо, там пролистайте, увидите сколько и чего, куда положили. Духовка держали 35 минут, но я думаю, если подержать еще минут 5-10, наверное, мы подольше подержали, где-то, наверное, минут 10. Мы просто 45. опомнились, когда раз хотели время засечь, а мы опомнились, наверное, минут 10 опоздали чуть-чуть. Ну, то есть, наверное, где-то минут 40-45 продержали. Вот так. И огонь, 180. Так ведь, да? Да. Вот так. На этом все точно. До свидания. Всем пока. Всем пока.